еще задолго до Всемирного банка, то есть года 3 тому назад, опять же, наш кризис-менеджмент определил необходимость модернизации своего оборудования, потому что мы реально видим, как другие компании сегодня переходят на новые автоматизированные системы. Причем это влияет не только на тот фактор, что понижается потребность в электроэнергии, а еще и тот факт, что, во-первых, производство растет, во-вторых, опять же, экологическая составляющая улучшается. Поэтому еще 3 года тому назад наши специалисты начали проводить собственное аудирование, ну или экспертную оценку собственного оборудования. Модернизируя свое производство, мы сократим потребление электроэнергии на 1 миллиард 155 миллионов киловатт-часов. То есть если мы потребляем где-то порядка около 5 миллиардов, то это очень серьезный закон. Но сразу хочу оговориться, у нас в условиях современного кризиса просто не хватит финансов для того, чтобы мы это сделали. Мы здесь не указали цифру, но в принципе я вам могу ее назвать, это где-то более 100 миллионов долларов нам необходимо на то, что мы провели по этому плану мероприятий работы по модернизации и обновлению оборудования. Где-то 110, может быть 120. Порядка 100 миллионов долларов в течение последних лет, 5 лет, вы потратили на модернизацию. Мы тратили собственные деньги, это не бюджетные, это не государственные деньги, это наши, то есть те, которые мы заработали каждый год. У нас в Таджикистане выстроили такую систему, что офшор априори плохо, туда прячут деньги и прочее, прочее. Существует несколько фондов, которые эти вопросы отслеживают. И эти фонды, они смотрят, какая компания, какое государство, кто там вот эти черные технологии и прочее, прочее. Ни разу ни мы, ни Таджикистан не попадали в эти списки, никогда. Потом еще раз я вам хочу сказать, для чего мы аудиты выставляем, вы их не читаете. Мы говорим, что у нас все открыто, читайте. Если мы будем брать структурную реструктуризацию, то я могу вам сказать так, что мы сегодня де-факто работаем уже по другим управленческим схемам. И речь идет о том, что у нас есть директорат, у нас есть постоянный наблюдательный совет. То есть это формы работы, которые не соответствуют государственной структуре. То есть мы де-факто уже это имеем, де-юра это надо еще привести в соответствие с правовой системой. Никакого разделения компаний нет. Речь идет о том, что есть объекты, которые сегодня не несут основной нагрузки на предприятие. В ходе развития компании появились еще и так называемые дочерние предприятия. Но одно из них это Алюминсофтмол. То есть оно напрямую не занимается выпуском алюминия. Ну, в данном случае сейчас речь идет о том, что вот эти объекты, которые сегодня находятся в нашем обеспечении, они будут выведены из состава нашей компании. Речь идет об оптимизации нашего производства, чтобы мы не несли дополнительные финансовые риски содержанием этого.